Гэта здарылася напярэдадні Новага года. 30 снежня 2016-го абвінавачаны прыйшоў у кватэру да сваёй дзяўчыны. Дома яе не было, а на ложку спаў незнаёмы мужчына. Як устанавіла потым следства, напярэдадні загінуўшы і дзяўчыны разам выпівалі. Рэўнасць плюс асаблівасці натуры абвінавачанага, у прыватнасці адсутнасць маральных тармазоў, прывялі драму да хуткай трагічнай развязкі. Пришел в ярость, разбудил его, после чего нанес множественные удары кулаками, затем, стащив его за ноги с кровати на пол, продолжил сбивать его руками и ногами. Также установлено, что использовались им в качестве орудия совершения преступления лопата и кухонный топорик, а также черенок, обнаруженный также на месте происшествия. Всего потерпевшему было нанесено 53 телесных повреждения, вследствие которых он скончался на месте происшествия. Мяркуючы па крымінальнай біяграфіі, абвінавачаны так званы рэцыдывіст. Раней быў 6 разоў асуджаны, у тым ліку за разбой, згвалтаванне, нанесение телесных пашкоджанняў. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Применены принудительные меры безопасности и лечения. В пользу матери потерпевшего был взыскан моральный вред в сумме 50 тысяч деноминированных белорусских рублей. В пользу сестры погибшего был взыскан моральный вред, соответственно, в размере 20 тысяч деноминированных белорусских рублей. У законную силу приговор пакуль не уступил и может быть абскарджаны.